От такого были в шоке все. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой международный скандал произошел в Душанбе. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Власти Таджикистана сообщают о предотвращении в Душанбе покушения на иностранного дипломата, предполагаемыми сторонниками группировки «Исламское государство». Илхамджон Файзулазода, начальник ОМВД номер 1 по району Сино города Душанбе, в статье, опубликованной в официальном издании МВД Таджикистана «Канун ва Чомея. Законы общества», утверждает, что нападение на сотрудника одной из иностранных дипмиссий было спланировано боевиками из Сирии. Сотрудники милиции получили информацию о предстоящем теракте и предотвратили его, отмечает автор. Проверить эту информацию по независимым источникам пока не предоставляется возможным. Сотрудник посольства какого государства должен был стать объектом нападения, также не сообщается. На территории столичного района Сино расположено здание дипломатических представительств России, США, Германии, Ирана и Афганистана. Как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, действительно ли было покушение или просто они захотели себе написать какую-то хорошую статью о том, какие они молодцы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Илхамджон Файзулазодов отмечает, что информацию о готовящемся теракте получил от гражданина Таджикистана, который общался по мессенджеру с боевиком ИГИЛ в Сирии. Доверенному лицу было поручено продолжать контакт с разрабатываемым лицом и, используя оперативную уловку, попросить боевика по имени Хайдар помочь перебраться в Сирию. Хайдар, в ответ заявил: «Если хочешь совершить джихад, то это можно сделать и в Таджикистане. Мы через своего человека в России передадим тебе пистолет Макарова с глушителем и обойму с патронами. Если выполнишь наше задание в Таджикистане, это и будет твоим джихадом во имя ислама», пишет Файзулазода. Начальник столичного ОМВД номер 1 по району Сино отмечает, что доверенное лицо по заданию сотрудников милиции связывается с боевиком ИГИЛ в Сирии и получает известие, что оружие и боеприпасы уже доставлены в Душанбе. В ходе операции на одной из улиц столицы у человека, который должен был передать арсенал, были обнаружены пистолет Макарова с глушителем и 30 патронов к нему. Илхамджон Файзулазода отмечает, что оружие и боеприпасы были переправлены из России в Душанбе внутри холодильника, микроволновой печи, детского кресла для автомобиля и стиральной машины. Когда была проведена операция по задержанию, не сообщается. Автор статьи утверждает, что объектом нападения должен был стать сотрудник посольства одного из иностранных государств в Душанбе. 3 июня корреспонденты обратились за комментариями в МВД Таджикистана, УМВД по городу Душанбе и ОМВД номер 1 по району Сино. Никто из ответственных сотрудников милиции не пожелал поделиться дополнительной информацией. Личность задержанного в ходе операции не раскрывается. Напомним, Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на группу иностранных велотуристов на юге Таджикистана. 29 июля 2018 года недалеко от поселка Себестон Дангаринского района автомобиль наехал на группу из 7 туристов, которые путешествовали на велосипедах. Из опубликованного в сети видео следует, что машина, сбившая туристов, развернулась и снова на них наехала. Затем, по словам главы МВД Рамазона Рахимзода, нападавшие стали добивать сбитых велосипедистов ножами и огнестрельным оружием. В результате теракта были убиты американцы Джей Остин и Лауре Геогехан Лаурен, голландец Вокерене Вильям и швейцарец Хамил Маркус. Ранения получили швейцарцы Димент Мари Клер и Постма Ким Ирис. 21 ноября 2018 года единственного оставшегося в живых участника нападения на иностранных туристов на юге Таджикистана Хусейна Абдусамадова приговорили к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по 9 статьям: в убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участие в боевых действиях за рубежом. Спустя 1,5 года Хусейн Абдусамадов скончался в Душанбинской тюрьме. В ноябре 2018 года ГКНБ Таджикистана сообщил, что в последние годы около 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне ИГИЛ. Более 1500 боевиков-выходцев из Таджикистана числятся в розыске. Среди них полковник Гулмурод Халимов, бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. Как вы относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.